вероятно всего, входят в мобильные бригады или мобильные группы психологов МЧС, да, кто что мы, поднимите руки, кто у нас входит в эти мобильные. Спасибо большое. Да, и это создали мы, и это первыми в России по нашему опыту через 5 лет, наверное, после этого создали такие же группы психологов МЧС, межведомственные группы уже в других регионах. Вот, но мы были первыми. И нас на это натолкнула беда. Наверное, помните, та беда, которая случилась у нас в Бурмании, когда Арсенал стал взрываться, да, и все психологи моментально в течение часа мы собрали по Уфе 20 психологов разных структур, разных ведомств, и это нам подсказало, что мы, психологи, все-таки дружные, и для нас мы понимаем, что наша помощь тоже нужна наравне как с медицинскими работниками. И тогда вот как раз пришла идея создать мобильные такие группы. И сейчас нам не приходится выезжать в районы, когда там несчастный случай какой-то, чрезвычайной ситуации, да, что-то происходит, уже мобильные бригады в районах, в муниципальных образованиях работают, быстро отрабатывают и не ждут, когда с Уфы приедут психологи МЧС или психологи наших мобильных бригад. То есть это к тому, что мы можем работать вместе. Неважно, работаем мы в здравоохранении, в образовании, в молодежной политике, да, в соцзащите. Или сейчас вот мы ввели систему психологов в спорте. У нас сейчас на сегодняшний день 22 психолога работают в спортучреждениях. И это только начало. И сегодня мы как раз, наверное, поговорим о нашем межведомственном взаимодействии, чтобы оказывать помощь друг другу. Итак, тема форума нашего – это профилактика безопасности детей. Основная цель – это какой вклад, как педагоги, так и психологи, да, и все, скажем, субъекты образовательного процесса, родители, педагоги, дети, в том числе и мы, психологи, вносим в процесс формирования здорового образа жизни, профилактики асоциального и деструктивного поведения школьников, обучающихся, так сказать. Наша сегодняшняя площадка, она называется «Проблемные вопросы в работе педагогов, психологов». Сегодня с нами работает Гайсина Ляйсан Тимуровна, директор Республиканского центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи. Вы все ее знаете. Фактически этот центр курирует всех психологов, да, в системе образования. Сегодня с нами Шаяхметова Ирина Рафаэловна, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и работы с молодежью Уфимского института науки и технологий. Вот, онлайн к нам подключилась Барковская Ирина Ивановна, руководитель методического объединения психологов СПО Республики Башкортостан, это средних профессиональных образовательных учреждений. С Ириной Ивановной мы давно работаем вместе, друг друга знаем, еще начинали с молодежки, и ее опыт работы педагогов, психологов, психологической службы колледжа неизмерим. Я думаю, что вот лучше нее никто не знает проблемы педагогов, психологов и как мы смогли бы эти проблемы решить. Итак, тема понятна. Выстроим работу нашей секции таким образом. Я все-таки хотела сделать ее как дискуссионная площадка, да, но все равно первоначально мы должны
какую-то водную часть сделать, да? И поэтому мои коллеги сейчас и я мы начнем вам свои темы обозначим, а потом по вопросам, я подготовила эти вопросы, по вопросам мы с вами пообщаемся. То есть нам очень важно услышать проблемы в вашей работе, как и здесь услышать опыт работы, кто как решает эти проблемы, и каким образом мы сможем это решить на уровне республики. Вот сегодня уже одно предложение, вот общаясь здесь, мы уже подумали, записали. Я думаю, в резолюцию мы внесем предложение в резолюцию этого форума, в особенности предложение для реализации или решения вопросов Министерства образования нашей республики. Почему я согласилась стать модератором этой секции? Да потому что я в составе рабочей группы комиссии по делам несовершеннолетних в защите прав Республики Башкортостан, правительства Республики Башкортостан, выезжаем по муниципалитетам. И меня просто как психолога просят посмотреть работу школьных психологов. И знаете, к какому выводу я пришла? Что первое, в школе порой психологов не воспринимают как специалистов и, скажем так, находят применение к вам, да, кто как хочет, а не так, как должно быть. Вот об этом мы сегодня поговорим. Я вам расскажу, как надо себя поставить, да, и чтобы они вас воспринимали. Я просто хочу сказать, что я увидела. Второе. Нету системы работы школьного психолога. Каждый школьный психолог работает так, как он понимает. Потому что никому не секрет, на федеральном уровне нет ни закона о психологической помощи, мы еще я с какого, с 11-го, нет, наверное, 9-10 года мы этот вопрос поднимали, дважды писали на федеральном уровне проект закона о психологической помощи, а нашим центром мы разработали проект закона психологической помощи в Республике Башкортостан, который Курултай не принял, сказал, пока федерального не будет, и не стали его принимать. На сегодняшний день есть такой закон только в городе Москва и Московской области. Все. Вот. Первое. Второе. Нету никаких нормативных документов, кроме профстандартов педагога-психолога и социального психолога. Все. Тоже не обозначены то есть имеются методические рекомендации, но нормативных правовых актов о деятельности психологов, к сожалению, нет. Вопрос не ко мне, но я вам скажу, какой мы выход нашли, когда я работала в молодежке. Наш, допустим, Минфин республики, они приняли вот то, что мы разработали за основу, и утвердили наши стандарты. Когда госуслугу ввели в 2011 году, мы разработали стандарты качества работы психолога на услугу психологической помощи и административной рекламы. Вот. И там как раз я убедила наш Минфин о том, что консультация психолога должна быть, то есть услуга, да, одна услуга, 2 часа. Из них 1,5 часа это практическая часть, и полчаса методическое на заполнение документации. Это приняли. И это очень важно. Допустим, когда психотерапевтический центр открывали, им сделали временной отрезок на консультацию психотерапевта на уровне узких специалистов. 20 минут. За 20 минут что можно сделать? Вот. Поэтому у нас уже имеется опыт, как
утверждать нормативку на нашем уровне. И я думаю, что если мы сегодня в резолюцию введем наше предложение, да, то многое мы сможем согласовать, утвердить хотя бы на республиканском уровне, да, какие-то вот нормативные, может быть, даже не правовые акты, но хотя бы рекомендации, общие рекомендации для работы психологов. То есть это вот второе, что я увидела. Третье. Во-первых, психологи не обеспечены условиями работы в школе. У многих нет кабинетов, сидят там по 3-4 в кабинете. Там, это. Я уже не говорю о инструментарии, который должен быть и так далее. Но и это, и еще одна проблема, то, что загружает психологов всевозможными общими вот этими тестированиями, на которые уходит очень много времени, и не остается времени работать с самими школьниками. Вот то, что я увидела. И самое главное, к сожалению, может, мне так попадалось, но из всех моих поездок я всего одного психолога встретила, который систематизировал свою работу, у которого на каждого этого школьника, с кем она проводила занятия, были карточки, диагностика, заключение. То есть человек подошел ответственно к своей работе. Вот. И я не поняла, но я понимаю, что после вузов никто нас не учит, да, как мы должны работать в школе. Но в то же время все-таки постараться свою психологическую деятельность развернуть в школе. Вот это надо. Я не говорю о всех, я говорю о том, что кого я видела. Вот поэтому я и согласилась сегодня возглавить нашу сегодняшнюю площадку. Вот, я думаю, вас мотивировала. Ну а сейчас я передаю слово Лясян Зинуровне, она как раз о кризисных центрах расскажет, да? Добрый день, коллеги. Презентацию можно будет включить? Ну, уважаемые коллеги, эта неделя у нас своего рода такая торжественная, праздничная, да, наконец-то приняли решение, что 22 ноября это будет День психолога, с чем мы вас и поздравляем. Официально, да, и прошла первая конференция позавчера, это тоже для нас отрадно. Мы, конечно, планировали провести это несколько в ином формате, но участие правоохранительных органов и других, например, психиатрической помощи и наркологической помощи, тоже свое, конечно, лепту внес. Самое главное, нам удалось обговорить, пообщаться непосредственно с вами, провести такой вот хорошей секционной работы по обсуждению много новых тем. Если сейчас подключат презентацию, помогите, Алексей. Здесь как раз я хотела сказать, немножко расскажу о центре тоже, потому что это для нас также важно. Наш центр открылся 1 апреля 1993 году. В этом году мы исправили 30-летний юбилей. И раньше мы назывались психолого-медико-педагогической консультацией. У нас единственная заведующая была Мирсаева Мария Маминовна. Многие вы ее знаете. По республике у нас 16 ПМПК было. Теперь мы уже говорим о филиалах государственного бюджетного учреждения, республиканский центр психолого-педагогической, медицинско-социальной помощи. Значит, два структурных подразделения у нас в городе Уфа, это ПМПК Юг и ПМПК Север. Мы говорим 13 филиалов, все города, в основном крупные города нашей республики. Если мы начнем с западной части, это у нас Туймазинский филиал, Нефтекамск, Октябрьск, Бирск, Дуван. Ну, Дуван у нас район.
Уфа, Стерлитамак, Салават, Кумертау, Сибай и Хайбулинский район. Белорецк еще есть. Каждая образовательная организация у нас охвачена психолого-педагогическим сопровождением. В нашем центре мы обследуем, оказываем помощь от 0 до 18 лет. Сейчас уже мы 18 плюс говорим, потому что... Есть, сейчас я вам перекину на WhatsApp тогда. Хорошо? Угу. Передали. Сейчас тогда. Ага. Сейчас, коллеги. Угу. Буквально несколько секунд. Все. И получается, ведется работа непосредственно с каждым ребенком, которому необходима помощь. Здесь мы говорим, конечно, не только оказанию психологической помощи, в первую очередь это выявление детей особенностям в развитии, комплексное обследование проводится, по итогам определяется образовательный маршрут, пишет направление для работы с ребенком в образовательных организациях, коррекционная работа от психолога, дефектолога, логопеда и социального педагога. Я думаю, вы все видели наше заключение, с которым вы сталкивались. Ну, еще и вот одно из таких заключений, может быть, не все были знакомы. Признаем мы не только детей с ограниченными возможностями здоровья или статус ребенок-инвалид, но еще и обучающийся с девиантным поведением. После того, как получит ребенок, обучающийся, данное заключение направляется в СУВУ, это Туймазинский район Серафимской общеобразовательной организации закрытого типа. Мы ежеквартально обследуем тех детей, которые там находятся. Вы знаете, такие результаты мы видим. Там есть дети-убийцы и дети, у кого совершали неоднократно преступления, правонарушения. Эти дети, которые в основном глубокая соцспецзапущенность, бродяжничество, они не обучались, они становятся отличниками. Это мы видим неоднократно, потому что каждый квартал мы обследуем эту категорию детей. Приучаются к труду, они физически здоровы, они вовлекаются вообще в такие общественные работы, там как бы есть результат. В основном это детки с охранным интеллектом или имеют некие такие резидуальные энцефалопатии, некие такие неврологические как бы особенности в развитии. Значит, вот это несколько видов заключения нашего ПМПК, центральный ПМПК. Если еще обратить внимание надо на те заключения, которые мы выдаем розовый бланк. Мы называем их строгой отчетности. Это как раз где прописывается КИМы, и мы выдаем специальные образовательные условия для сдачи в щадящем режиме ОГЭ. Это девятиклассники, 11, если ОГЗ 12. В этом году такой большой наплыв. Мы говорим о том, что более 4,5 тысячи детей не смогли сдать эти экзамены итоговые. Так ведь образовательные организации бегут к нам в 9 классе до завершения, например, в апреле месяце и говорят: так у него же ЗПР, вот же нам психиатр дал F0,6, легкие когнитивные расстройства, дайте ему облегченную задачу, он же не сможет сдать экзамен. Это, конечно, неправильно, нужно все равно своевременно обращаться. В 5 классе на заключение мы даем на уровень обучения, если он в садике, значит дошкольный уровень, если начальная школа, значит это будет как раз до 4 класса с 1, если же общее звено это с 5 по 9 класс, ну и дальше. Поэтому здесь мы должны знать вот эти особенности. Тут работа психолого-педагогических консильно-образовательных организаций. Ну и вот в такой момент у нас
структура несколько такая иная, не как вот в обычных в школах. Работаем, у нас всего работает во всей республике 205 сотрудников, 175 из них педагогический состав. Мы говорим о педагогах-психологов, о нейропсихологах, о семейных психологов, о кризисных психологов. Значит, из педагогического состава, значит, мы говорим про педагогический сектор. Если уже посмотрим, здесь у нас уже тифлопедагоги, сурдо, олигофренные педагоги, логопеды. На сегодняшний день ведется работа по как бы заполнению кадров именно и в зональных ПМПК. Отрабатываем, чтобы были и сурдо-тифлопедагоги уже на местах, потому что обследование ребенка по месту проживания и пребывания необходимо. Значит, консультационные услуги у нас с территории семьи работает. Уже мы 4-й год выиграли, на следующий год тоже грант. Работаем с родителями детей. Значит, 20 тысяч услуг консультативных, очных, выездных и в том числе онлайн. Это как бы началось еще в период пандемии эффективно. Мы подготовились и вот немножко перенаправили консультативную деятельность в онлайн формате. Это тоже дает определенную работу, потому что без никаких документов набирает номер телефона 277 1423, это горячая линия, и консультируем специалистов. Если же оператор видит, что специалист занят, записываем и перезваниваем. Эффективная работа, очень широкий круг вопросов по вопросу обучения и воспитания детей. Координационный центр по координации образовательных организаций, которые у нас участвуют в грантах «Современная школа», национальный проект «Поддержка детей, имеющих семей». У нас в республике до 90 организаций ввели эту консультационную службу и привлекали более 90, да, почти миллион денег был выделено только в нашу республику. Это действительно укрепляет материально-техническую базу наших общеобразовательных организаций, но и зарплата нашим педагогам. Дети получают, родители, бесплатную помощь. Это, конечно, отрадно. И вот эта вот работа непосредственно украсила нашу деятельность тоже. Мы бесплатно проходили в таких учреждениях, например, элементы консультирования по скринингу, да, Ленинградский институт развития образования, который тоже нам вот эти инструментарии в работе использовали. Есть у нас отделение психолого-педагогической и социальной коррекции. Открыт был он в 2020 году. Мы получили лицензию на образовательную деятельность. Занятия ведутся бесплатно с 9 до 14:00 утренний как бы прием, и с 2 до 18:00 уже приходят на занятия с дефектологом, с логопедом, психологом, социальным педагогом, к семейному психологу обращаются родители с детьми, которые обучаются на дому, которые не организованы, не посещают садики, сложности, трудности в адаптации в образовательных организациях, эмоционально-волевые нарушения, дети с нарушением поведения, с избирательным аутизмом, та сложная категория детей, которым необходима помощь. Но здесь мы и говорим и про нормотипичных детей. В основном они идут к психологу семейному, да, приходят к логопеду, поэтому записать можно номер телефона 277 1724. Гульнур Юитовна у нас оператор, так что можно будет обратиться. Ну и самое такое большое направление — региональная антикризисная команда. Алексей Владимирович, не получается подключить? Гульнур Юитовна, да, оператор, консультацию можно у нее получить, а также попросить рассказать о центре. Вот эти вот моменты они тоже вам скажут. Значит, региональная антикризисная команда создана была в 2022 году.
по решению Министерства образования и науки Республики Башкортостан Абат Вакилович Хажин тогда всех нас собрал и сказал, необходимо снизить уровень суицидов. Значит, была определенная такая задача. Начали разбираться, и мы поняли, выяснили, что не только это направление работы, у нас есть и дети группы риска, вообще они делятся по 4 направлениям, которых мы крупно взяли. Это аддикция, так ведь наркомания, психоактивные вещества употребления, какие-то химические и нехимические зависимости. Теперь уже мы говорим деструктивные сайты, определенные группы, вот это вот сложная, вот такая тонкая, непривлекаемые дети, вот такой сложный момент. Второе направление, это мы взяли аутоагрессивное поведение, профилактика аутоагрессивного поведения, потому что это тоже такой щекотильный вопрос, но в основном эти дети и хорошо учатся, и вроде и покладистые, и как бы включают в эту работу, мы особо не видим причину, но есть какая-то тревожность, можем заметить какую-то замкнутость, вот это, и эта категория детей всегда остается как-то в стороне. Следующее направление, это, конечно, девиантное и деликвентное поведение. С деликвентным мы уже не сталкиваемся, потому что они уже в СУВУ обучаются. Это направление. И кризисное состояние. Вы знаете, это бум за последние 2 года. У нас только 4 человека, независимо от того, что мы работаем со всей республикой. Модерация кризисных психологов, молодежь, это очень радует. Дети к ним тянутся, 2 мужчин. Роман Николаевич Пельц и Алексей Владимирович сегодня здесь, Пантелеев, люди, которые действительно хотят помочь и понимают, и говорят на одном языке с нашими несовершеннолетними. Региональный координатор Уразбаксина Гульнара Рустамовна. Вот здесь как раз какая помощь может быть от этой региональной команды для вас? Мы посчитали всех педагогов-психологов, стараемся к началу учебного года, какое количество занято вакансий есть еще на следующий год и где мы можем еще развиваться в этом направлении. Значит, 991 педагогов-психологов в нашей республике на 1 октября. Это только школы. Если вот всех посчитать, 1603, по-моему, было. Это там садики, колледжи в своем направлении. Но мы говорим про обучающихся. Здесь есть районы, в которых вообще нет. Есть районы, в которых действительно 5, в основном 6, 7, 8. Это, конечно же, райцентры. Так ведь? Это, конечно же, специалисты, педагог-психологи в райцентрах, да, в основном. В школах еще меньше. Если не ошибаюсь, 1326 образовательных организаций в республике, вот без малокомплектных школ, вот мы считали. И социальных педагогов примерно то же самое, около 900. 905, по-моему, было вот, по итогам мониторинга. Мы всех их посчитали, создали телеграм-канал. На сегодняшний день больше 1000 телеграм-каналов. Вот Алексей Владимирович может сегодня вам, если есть желание, ссылку предоставит. И пока вот бурное обсуждение, конечно, мы проводим всю информацию, новинки, какие-то вебинары, курсы бесплатные для подключения мы выкладываем там. Это для нас вот тоже удобно. Но Гульнара Рустамовна еще на канале СПТ, тоже она зарегистрировалась, и определенную информацию тоже там выкладывает. Следующее направление. Каждый вторник у нас идет разбор кейсов, практические занятия. Подключаемся, коллеги. Вот есть 60 человек, которые каждую неделю подключаются. Вот с ними мы и работаем. Из них 12 включают камеры. Из них 4 человека, активно 4-5 человек задают вопросы, предлагают какой-то... Это не для того, чтобы мы вас заняли, и не для отчетности. Коллеги, это бурное обсуждение, в котором есть возможность как-то повысить свою компетентность, действительно готовый инструментарий, который можно отработать. Потом у нас есть каждый четверг методические часы.
Ну, подключается онлайн, конечно, слушают все, где-то около 900-600 человек еженедельно. Потом мы размещаем его в Ютубе, и там просматривают. Это видно, охваты есть. Но нам надо живое общение. Это вторник, а это четверг с 2 до 3 часов. Немного времени. Во вторник, да, с 2 до 3, с 2 до 3. И четверг мы взяли единым методическим днем. Мы сегодня вот как раз об этом говорим, что психологи в четверг никто не занимает, ни руководство, никто. В это время это методическая работа с 2 до 3 часов в онлайн-формате. Мы об этом тоже говорим, сейчас стараемся вот это все закрепить. Да, в свое расписание. Вторник, четверг, пожалуйста, делитесь с коллегами. Вы же все-таки представитель из района, допустим, да, представитель из муниципалитета. Это очень важно. Вот так вот начнем структурировать свою деятельность. Мы отправляем в понедельник, я все подписываю, да. Ага. С отделом образования контакты. Да, потому что в понедельник после 3 часов я подписываю эти все письма в управление образования. Да вы просто меня слышно? Да, поближе сделайте. Ага. Если это постоянно, вы просто в свой график работы, в режим работы включаете, что четверг со стольки до стольки у вас методический день. Да. И все. И вы не ждете писем, вы уже знаете, во сколько это должно быть подключение. Подключаться в Ютубе можно, Алексей Владимирович. Мы ведь выкладываем в YouTube, так ведь в Телеграм-канале. Ссылка есть, как раз в письмах мы указываем ссылку. Она у нас одна, универсальная, так ведь? Да. Да. Я думаю, вам надо всем подключиться в Телеграм-канал. И тогда там Телеграм-канал. Вот никак не могут подключить презентацию. Трудности? Удивительно, конечно. QR-код надо сделать, и, пожалуйста, чтобы все могли... Хорошо. Сейчас тогда на экран постараемся вывести программку нашей конференции. Да, есть QR-коды, есть. Сейчас выведем. У нас есть программа, сейчас мы его выведем. Ладно, это мы сделаем. Значит, вот этот вот момент. Это вот организационный момент. Программу нашу передайте, пожалуйста, Алексей Владимирович. Программку мероприятия. Он у нас есть на НПК группа. Ну и получается, на нашем сайте есть вкладка «Профилактика деструктивного поведения». Наш сайт rpmpk-ufa.ru. R, латинская R, маленькая R, P, M, P, K.ru. Ага, да. Ирина Ивановна Барковская пишет, что-то ничего не слышно и не видно. Как идет трансляция? Смотрите, пожалуйста, трансляция идет хорошо, нет? Значит, на нашем сайте, если вот вошли, РПМПК вышла, там есть профилактика деструктивного поведения. Вот как раз в этой вкладке есть и нормативно-правовая документация, которую вот мы готовы проекты. Есть документация педагога-психолога. Коллеги, вот я ведь тоже выезжаю в районы. Вот отправила Инесса Васильевна меня в район. Приехали мы туда, там был суицид. Значит, я прошу журнал педагога-психолога. Во всех, это он давно еще из советских времен, журнал педагога-психолога, он определенный образец у него и используется в работе. Здесь была амбарная тетрадь, начатая в 2018 году. 20 листов исписано, там и списки, какой-то график был. Потом оставлено страниц 30, а это 10. 2019 год. Там вообще страница 6. Начало заполнено, но не работает эта тетрадь. Отсчитали, видимо, решили каким-то образом еще дополнить. 2020 год. Еще до середины не дошли этой тетради. Тоже какой-то рабочий первый в начале сентября, наверное, определенно есть. 21 год. Мы ездили в 2021 году.
Вначале, да, вроде какие-то дети приходят какой-то определенный, там даже слово СПТ было, и все на этом. Понимаете, вы не ведете ту работу, которая необходима. И мне говорят вот наши коллеги, ваши психологи, я говорю, у них зарплата низкая, прочее, давайте поддержим, найдем этот. Он говорит, они не дорабатывают еще и ту зарплату, вы же видите ли своими глазами. То есть давайте будем привлекать, как бы создавать имидж психолога вместе. Какой на сегодняшний день современное лицо психолога? Какой портрет психолога мы сегодня видим? Вот я закончила педагогический университет, никуда не ездила, нигде-то там, никаких модных у меня как бы дипломов нет. Закончили наш выпуск 2000-й, это первые университетские дипломы. Это первый выпуск по педагогике и психологии. Поступали мы на ПИПД, факультет педагогики и психологии дошкольный, и был в свое время ПИМНО, если кто помнит, вот примерно моего возраста. И когда мы на третьем курсе распределения, и нам посчастливилось получить университетский диплом, но из всего курса мы работаем человек 5, наверное. Ну, в то время сложно, все куда-то вот делись. Ну, работают как логопеды, человек 4, наверное, вот кого вот я знаю. Но хочется сказать, мы должны вокруг себя создавать вот эту ситуацию. Светлана Шпулдивна, помните? Это вот такая женщина, мы рассматривали с головы до ног ее, помните, какой позитив, какой эталон. Какая прическа у нее, мы ждали, ну, в какой она придет, ну, вот как девчонки, да, Ария Мухаметовна, Анухова появилась, то есть мы транслируем тот позитивный опыт, то позитивное состояние для наших обучающихся, не просто говорим, ты хулиган, ты опять бегаешь в коридоре. У ребенка, у обучающего должен быть человек, который не ставит ему оценки в школе. Может, и секреты он не расскажет, но вот какое-то отношение положительное, от кого веет позитивом, он, наверное, должен быть. Нет, я просто хочу, мне хочется вот такой живой работы, не только чтобы один человек говорил. Да. Я хочу добавить, знаете, проблема в чем? Когда я работала директором центра, к нам отправляют со школ, скажем, трудных подростков, да, состоящих на учете, родители приводят, мы говорим, есть школьный психолог. Он постоянно работает, он может работать, потому что на виду ваш ребенок в школе. А звучала такая фраза: школьного психолога ребенок боится, он ему не доверяет. И, как правило, это бывает с теми психологами, которые работают предметниками и на полставки психологов. И отношение у детей к психологу идет в первую очередь как к учителю. А, как правило, очень редко какой учитель, точнее дети, какому учителю дети доверяют. Всегда находится барьер. Вот. И вот такому психологу работать сложно. Поэтому на то мы и психологи, чтобы всех, начиная от учителей, кончая детьми, показать, что нам можно доверять. Что информация не уйдет никуда, да? Но это же этика психолога. Что я тебе друг. Вот к этому надо подвести, и тогда ребята начнут доверять. Даже так, вот даже любому учителю, предметнику, которому ребята доверяют, его предмет любят, к его предмету готовятся и учатся хорошо по данному предмету. Потому что есть доверие, вот этот барьер убирается. Мы же с вами психологи понимаем, да? Если стоит барьер, как бы учитель не старался на 100% выложиться, ребята будут усваивать всего на 50%. Вот, потому что нету доверия. Вот ваша задача, предметник вы, просто учитель, на полставки вы работаете или нет,
чтобы ваше первое психолог стояла вот на первом месте, и вас воспринимали как психолога, а не как учителя. Вот это главное, чего вы должны добиться. Доверие к психологу. Ну и педагогический инструментарий. На сайте, опять-таки, помощь педагогам. У нас есть вкладка, там же на сайте посмотрите. И есть вот где кризисная документация и прочая методическая копилка. Значит, разработано больше 34 программы для, получена экспертиза для работы педагогом с детьми. Там и есть и логопедом, и дефектологом. На основное там как раз направлена вот программа, там рассчитана на 16 часов для педагога-психолога. И по познавательной сфере, эмоциональной сфере, и в каких-то вот развитии личностных моментов. Я перечислять все не буду. Я думаю, вы все зайдете, посмотрите. Очень много вот по 4 этим направлениям: буллинг, суицид, зависимости, кризисным состояниям разработаны буклеты. Буклеты около 50. Этот был запрос. Участвуют все зональные ПМПК, все психологи наши. Коллеги, это вам в помощь. Нам это прятать смысла нет. Мы не только отчитываемся, но и как раз это тот инструментарий. Вы можете это увидеть. Вот включился. Ага, листайте уже этот. Я уж по нему частично рассказала. Угу. Значит, в помощь психологу на сайте, да? Ага, значит, так, значит, это вот, смотрите, профилактика кризисных состояний, профилактика конфликтов, так ведь? Так, куда он делся? Возьмите вот это. Так, тут сейчас, нет, это вперед ушло. А вот посмотрите, не хотелось на третью страницу, на третий слайд можно? Угу. На третий слайд. Значит, мы сказали, что возвращение в образовательный организм, штатный режим, это мы обсудили с вами. Так, следующий. Сейчас, минутку. Похоже, нет. Так-то он в этом. Да, включен он. Это тоже мы знаем. Ладно, листайте. Ага, листайте. Вот 4 направления. Аддиктивный, аутоагрессивный, кризисный и буллинг, травли, да, мы берем. Значит, следующий момент. Можете использовать эти презентации у себя в школе. Забирайте. У нас очень большое мероприятие. Да, а здесь можно забрать, в принципе. И вот на нашем сайте мы выставляем, да. На нашем сайте материалы конференции тоже будут. Следующее давайте. И хотела сказать, что вот, например, склонны к побегам у нас разработан был для СУВО. Вот это наша мечта, которую мы хотим осуществить. Психологическую службу в системе образования Республики Башкортостан. И здесь как раз идет координация всех образовательных организаций, всех учреждений, всех служб, которые оказывают психологическую помощь. Вот это вот, нам надо дружить, общаться и вместе работать. Чужих детей не бывает. Эти дети и в здравоохранении, и в соцзащите, и в образовании. Следующий, пожалуйста. Это вот как раз мы подготовили региональную модель. Все это было сделано в 2021 году, но сейчас вот активно вживается в жизнь. Вроде как нас услышали, начали считаться и понимать, что действительно это необходимо. Здесь не только про дедеструкцию, здесь говорится о том, что о всей психологической службе. Да, следующий. Вот этот алгоритм по выявлению факторов деструктивного фактора, да, фактора в образовательной организации. К кому обращаться? Главный педагог-психолог внештатный в республике Халикова Лилия Рашитовна. Вы ее все знаете. Значит, информация может поступать и к ней. Информация может и поступать непосредственно к нам. Информация может поступать и в образовательную организацию, и в министерство, и в правительство. Но вот как мы отрабатываем? В любом случае необходимо от вас получить информацию. Значит, у нас номер телефона 284 84 32, это приемная, но он находится рядом с региональной антикризисной командой. Есть у нас, вот сейчас я не скажу, номер телефона
Алексей, может, вы продиктуете? У вас же специальная горячая линия есть. Здесь мы, конечно, пропишем. Увидим сейчас, ладно. Угу. Следующий. Ага, здесь как увидим. Вот, то есть вот по этому алгоритму работаем. Коллеги, посмотрите, вот эти данные за 23 год. Мы не только сидим с бумажками. Здесь указано вот все мероприятия. 11 очных мероприятий. Мы охватили 40 муниципалитетов. К кому мы приехали? Кто здесь? Баймак, Белорецк, Агидель, Мишкино, в Бураево мы ездили, в Салаватский район на прошлой неделе, Мелеуз, Благовещенск, то есть мы вот отъездили. Значит, где был суицид? Это по красным зонам выезд был. Психолого-педагогический практикум мы сказали, методические часы, индивидуальная супервизия. Мы собираем специалистов на супервизии, которую мы можем провести непосредственно с вами. Пишите нам письмо от имени учреждения, приезжайте и в течение дня с вами отрабатывают. Но предварительно необходимо отработать. Занятия с детьми, занятия с педагогами, 14 мероприятий межведомственного характера. Мы со всеми нашими коллегами собираемся и выезжаем в районы. Куда позовете, мы приедем. Но нужно будет организовать программу, цель и вообще отработать этот материал. Ну и выездные мероприятия. Коллеги, я задержалась. Следующий слайд давайте покажем. Эти наши мероприятия следующие. Вот, пожалуйста, QR-код на телеграм-канал. QR-код на сайт и QR-код на программы. Здесь указан номер сотового телефона региональной антикризисной команды. Вы можете позвонить по этому мобильному номеру, и вам ответят наши специалисты. Вам ответят наши специалисты. Значит, есть электронная почта региональной антикризисной команды, РЕГАК они говорят. Надо сфотографировать потом, если что, региональная антикризисная команда, куда вы можете написать все вопросы, если трудно у вас не получится подключиться, например, к телеграм-каналу. Очень большая работа у нас как раз идет по буллингу. Мы сегодня в неделю 3 раза выезжаем в образовательные организации. Это и районы, и город Уфа. Целая группа родителей против одного ребенка, представляете? Это вот у нас в Деме новое такое учреждение, прям это бум какой-то. Первое полугодие мы тоже там с определенным ребенком работали. Вторая уже вот цикл мероприятий проводим. Мы не приезжаем только на один раз. У нас сразу выстраивается цикл мероприятий, по которым необходимо сделать. И ради 2 часов мы ничего не получим. Конечно, мы отдельно работаем с педагогами образовательной организации, но самое главное тренинг с детьми. Обязательно, с классом. А вот у нас суициды в класс. Мы выезжаем. Мы понимаем, что в семью нас не пустят, к ребенку одного нас не подпустят. Мы работаем с классом. Работаем с педагогами отдельно. Поэтому здесь это очень такой непростой. И здесь идет на кризисное состояние, потому что все оказываются в этой среде. Причем работа с классом или параллелью при завершенном суициде с одноклассниками одна работа, при незавершенном суициде совсем другая работа. Вот. И при незавершенном суициде после выхода из кризиса с данным школьником необходимо отработать. Вот. Но это отдельная тема, я думаю, если это будет необходимо, Министерство образования провести, я думаю, с вами проводили много семинаров по профилактике суицида и как надо работать с суицидентами. Вот. В свое время наш центр очень много проводил семинаров, поэтому если вот у вас есть необходимость, чтобы проработали у вас на местах, вот раньше я думаю, что если будет письмо на
центр, Лейсан Зинуровна с удовольствием найдут бригаду и выйдут и методически, и практически вам помогут. Да, спасибо. Программа у нас разработана. Первая часть – это команда образования, тренинг, а второй уже групповые супервизии. Мы отрабатываем, как раз вот у нас и Стерлитамакский район активно участвует. Мы, по-моему, с вас и начинали, да? Вот это вот еще это в 2021 году. Следующий слайд можно? Самое главное, это должно быть формирование специфичности. Это был последний, да? Но еще вот хотела сказать, что у нас есть, как бы ведем статистическую работу по завершенным и незавершенным суицидам. Мы сейчас отработали 1,5 года по суицидам и точечно уже выезжаем, если они вновь. Ну и у нас сейчас 70 образовательных организаций, которые должны выехать до мая месяца по республике, работы по незавершенным суицидам. В основном это, конечно, много этих как бы причин, в основном демонстративного характера и привлечения внимания, да, это вот подростковый вот момент. Но вот самому маленькому ребенку 9 лет, поймите, что и в это время они уже задумываются о таких моментах. Коллеги, если есть вопросы, мы ответим. Спасибо за внимание. Вопросы Лейсан Зинуровне можно будет потом по ходу задавать. Ну, у меня все. Сейчас вопросов нет, то давайте продолжим. Будьте добры, мою презентацию включите, пожалуйста. Да, наша презентация сможете взять. Там написано форум. Коллеги, следующее выступление мое я подведу как раз чисто организационные моменты работы школьного психолога. Вот. А Римма Рафаэловна потом расскажет о том, как надо работать в тандеме психолог, социальный педагог. Почему Римма Рафаэловна я пригласила? Потому что она не только ученый, она еще и практик. Она работает в подростковом клубе социальным педагогом еще дополнительно. Поэтому она, как никто другой, знает, как должен работать социальный педагог и в тандеме с психологом. Итак, организация деятельности педагогов-психологов в учреждении образования. Первое. Почему я говорю педагог-психолог? Исходя из тех нормативных документов, которые я посмотрела, и стандартов, да, ну, во-первых, педагогический психолог является педагогическим работником. И хотя еще не включили скажем, на выслугу лет психолога, да, но педстаж идет, педагогический стаж. Если вы перейдете работать, будучи работая педагогом-психологом, перейдете работать предметником, то ваш стаж педагога-психолога будет засчитываться в педагогический стаж. Это то, что я посмотрела. Те же нормативы, что у вас не полные, то есть не 40-часовой рабочий день, не рабочей недели, а 36. То, что у педагоги-психологи 42, да, у нас 56, 42. Можно следующий слайд? Я просмотрела так. Первый документ – это профстандарт. Первое, что вы должны изучить свои профессиональные стандарты педагогов, психологов. Посмотрите, там прописаны все критерии, которым должны вы соответствовать. Образовательные, ваши знания, умения. Вы это можете набрать в интернете, профстандарт, вы увидите. Я просто вот эту первую страничку, первых 2 страницы показала, да? И здесь прописаны виды деятельности, которые должен осуществлять педагог-психолог в образовательном учреждении.
Поэтому изучите. Вот исходя из этого прописывается или составляется, разрабатывается должностная инструкция. И если вам в школе сказали, напишите свою должностную инструкцию, знаете, что вы должны это исходить из профстандарта. Все, но должны знать. Это единственный пока документ, который определяет деятельность педагога-психолога. Следующий слайд, пожалуйста. Именно оттуда я взяла вот эта обобщенная трудовая функция педагога-психолога. Какие требования? Высшее образование по профильным направлениям. То есть должно быть высшее профильное образование. Либо переподготовка. Не курса повышения квалификации, а именно диплом профессиональной переподготовки на базе высшего педагогического образования. А то некоторые съездили куда-то на курсы, получили какие-то сертификаты, да, и говорят, я педагог-психолог. Нет, дорогие мои. Я всегда сравниваю психологов с врачами. Если врач лечит тело, то мы душу. И всегда, что бы вы ни оформляли, берите по аналогии работы врача. Понятно, да? Вот. Не навреди. Документацию оформляем также, я к этому сейчас подойду, да, и обязательно. Вы же ведь не пойдете к врачу, который, я всегда говорю, вот у вас заболел живот, вы пошли к хирургу, да. Вы же не пойдете к хирургу, который сказал, что я только на курсах там побывал, не имея высшего профессионального образования. Естественно, никто не пойдет. А почему-то много есть таких людей, которые говорят, а я в университете психологию изучал, но как предмет. Я на курсах побывал, я психолог. Нет. Обязательно вы должны иметь диплом о высшем психологическом образовании. Будь что профильное высшее, будь что переподготовка. Коллеги, здесь мы работаем свободно. Если кому-то надо позвонить, куда-то выйти, пожалуйста, вы можете свободно выходить там, общаться, но не здесь. Можно выйти, поговорить, вернуться. Вот это свободно. Дальше. Обязательно к работе допускаются лица, но это школа об образовательном совете обязательно, которые не имеют юриста. Следующий слайд, я уже останавливаюсь. Я здесь взяла еще профстандарт специалиста в области воспитания, то есть социального педагога. Это показалось, об этом потом Ирина Рафаэловна расскажет. Следующий слайд. Чем должен заниматься социальный педагог? Обратите внимание, посмотрите. Я единственное вам скажу. Социальный педагог – это то звено, промежуточное звено, или связующее звено между психологом и педагогом. Ну, с педагогами вы напрямую можете работать, психологом и какими-то административными органами, ну, допустим, комиссия по делам несовершеннолетних. Либо психолог-родитель, психолог какой-то подростковый клуб и так далее. Психолог не должен ходить сам, смотреть материальные условия там или какие-то условия домашние в семье. Нет, это делает социальный педагог. Психолог работает в своем кабинете. А у нас порой именно обязанности социального педагога возлагают на психолога и думают, что психолог этим должен заниматься. Нет, дорогие мои. Вот. А остальное расскажет об этом Римма Рафаэловна. Можно следующий слайд? Да.
Ой, ребята, коллеги, пожалуйста. Он первично во всем. Поближе. Даже не рейда, а непосредственно в определенную семью пойти. Семьи же бывают разные, они по-разному. Нет, коллеги, это непрофессионально. Значит, если вы не можете организовать кабинет психолога соответствующим образом, если вы не можете организовать журнал педагога-психолога, если вы не можете организовать систематические занятия с классом, работы, это же входит в вашу непосредственную работу, программы работы непосредственно. Значит, у вас должно быть четкие моменты, что в этом месяце, в этом классе мы посещаем какое-то количество. Кто-то из администрации сидеть, рассуждать, это все непрофессионально. Мы выходим на новый уровень, это вы должны поставить для себя уже такие задачи. Определить в октябре месяце, после всех тарификаций, утвердить, и все, на этом отрабатывать. Уже кого-то уговаривать у нас не получится. Надо утвердить на педсовете, на что-то все что угодно. Вы не слышите мой Нет. Коллеги, я знаете, что хочу сказать? Я сказала о тандеме, да, чем должен социальный педагог заниматься. В плане того, что классный руководитель, он должен посмотреть семьи, он должен изучить семьи всех своих школьников, да, своего класса. Социальный педагог, он работает с группой риска, куда все не входят. Он работает с теми, кто состоит на внутришкольном учете или на учете в КДН. Ну, на профилактических учетах, так скажем. Понимаете? Психолог же, он должен, особенно вот эту группу риска, вести, может быть, даже только пока наблюдением, да, пассивное, да, такое наблюдение будет. Может, состоящими на учете уже активная работа. И психолог диагностирует, проводят коррекцию, да, и проводят консилиумы или консультируем, дают рекомендации педагогам, родителям и так далее. Наша задача откорректировать самого ребенка, а мы и работая только с ребенком, мы ничего не добьемся, потому что надо работать с семьей параллельно, надо работать с педагогами, которые с ним его обучают. Тогда мы чего-то добьемся, вообще всего окружения. Вот. И здесь уже, вот почему психолог с социальным педагогом, вы смотрите по необходимости. Психолог с социальным педагогом в какую-то семью может вместе выйти, а в какую-то семью пойдет только социальный педагог, который уже от психолога получил рекомендации, как надо работать.
как надо не то что работать, а отношения выстроить с подростком, межличностные отношения, семейные отношения в семье, да? То есть, исходя из ситуации, коллеги, мы же с вами понимаем, что у нас никогда не бывает двух одинаковых консультаций. Пусть по одной проблеме, пусть по одному возрасту, да, с одной категорией, кажется, населения, но никогда у нас не будет похожих консультаций. Фактически психолог импровизирует на месте. Поэтому говорить вот сейчас об алгоритме вот четко, вот так не приходится. Единственное, вы должны понимать, что да, чтобы чего-то достичь и получить успех в своей работе, вы должны работать не только в тандеме с социальным педагогом, но и с классным руководителем, замдиректора по воспитательной работе, со всеми структурами, которые вам помогут откорректировать, провести коррекцию школьника. Что хочется сказать? Да, вот этот слайд. Вот это единственный документ, это рекомендации, методические рекомендации, которые утверждены Минпросвещением России в 2020 году. Значит, да, было распоряжение об утверждении методических рекомендаций по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях. Вот этот документ у вас должен быть у каждого в кабинете. Изучите, пожалуйста, как отче наш. Потому что это единственные рекомендации, которые вот сейчас внесут поправки еще в них. Я помню, когда мы обсуждали эти рекомендации в свое время, но это единственный пока документ от Минпросвещения, по которому вы можете ссылаться на него. Следующий слайд. Очень много для школьных психологов учебников, книг. Я помню еще на заре нашей работы, когда в 90-х годах, там вот 98-й, 99-й год, когда практически нас, психологов, воспринимали как психиатров, ну так же было, да? Нас вообще не воспринимали, когда вот на заре мы, когда начинали работать. Вот. Даже тогда уже был учебник, называлась книга, называлась «Настольная книга школьного психолога» Рогова. Обожаю эту книгу. Сколько бы после него не выпускали, вот вся основа, да, она там. Найдите в интернете. У кого, если ее нету, я не знаю, она, правда, в интернете есть, но у меня не выплыла. Но мне очень понравилась вот эта нормативно-организационная деятельность педагогов, психологов в системе психолого-педагогического сопровождения обучающихся в образовательных организациях. Это Иркутск выпустил в прошлом году. Василькова, да? Найдите в интернете, она в полном объеме в интернете есть, да? Там прекрасно расписано все то, что я хотел сегодня вам рассказать. Изучите. И для вас это будет хорошее пособие. Но кроме этого, вот, планирование работы педагога-психолога и следующий еще слайд. Я на этом, сюда следующий слайд. На этом авторе особенно хотела остановиться. Вы, наверное, знаете, да, Бетянова Марина Ростиславовна, которая очень много, вот я 4 книги ее здесь указала, они есть в интернете в свободном доступе. Почитайте, пожалуйста, шикарные ученые, кандидат психологических наук, да, очень хорошие рекомендации она дает из работы, из своей практики как раз школьному психологу. Изучите, и тогда вы выстроите свою работу. Тогда вы сможете создать свою систему работы. Пока вы не спланируете, не составите стратегию деятельности вашей учреждения, у вас работа не пойдет. Вас будут дергать туда-сюда, потому что вы сами еще не выстроили, не показали ни руководству, как вы должны работать. Следующий слайд.
Кому подчиняется, вот это я из интернета взяла слайд, да, просто сидеть, времени не хватало у меня вот это все рисовать. Кому должен подчиняться психолог в школе? Директору. Только директору, больше никому. И даже если вы какую-то информацию, у вас проблема по какому-то школьнику, вы можете это обсудить только с директором, предупредив его, что эта информация только остается между вами. Я обычно всегда говорю так, и если кто-то об этом будет говорить, там, допустим, Иван Иванович, я буду знать, что это от вас уходит. Потому что я не могу такой информацией никому поделиться, иначе я буду дисквалифицирован как специалист. И, естественно, это настораживает тогда директора. Но вы его привлекаете в качестве советника, да? Почему? Потому что за учреждение несет ответственность руководитель, и за вашу деятельность тоже несет ответственность руководитель. И вы вместе можете найти выход из ситуации, потому что директор многие организационные вопросы решает. Не только на уровне школы, но и на уровне муниципалитета, а может быть на уровне даже, скажем, министерства. Понимаете, да? Вот, исходя из алгоритма. Педагог, психолог. Дальше. Я вот здесь останавливаться не буду, изучите сами. Дальше, следующий слайд. Я хотела. Итак, вот смотрите, направление деятельности. Это диагностика, это коррекция, это консультирование, это психологическое просвещение, это профилактика и, естественно, проведение там тренингов, ну, это уже как коррекция. Чем и должен психолог заниматься? А не сбором денег, там разнести, там отнести, принести, ну, вот, и так далее. Вот это ваша работа. Следующий слайд. Ну вот направление работы. Ну, во-первых, мне хочется сказать, первое, это работа, я уже говорила, с группой риска, это профилактика и просвещение, это работа с одаренными детьми. Это, конечно, профориентация, без вас там некуда, и это очень важная работа. Это диагностика, это естественное, развивающее, коррекционное развивающее, да, и методическое. Вот здесь я хочу остановиться на том, как выстроить работу. Вот смотрите, как выявить ребят. Некоторые уже состоят на учете, вы с ними будете работать, да? Давайте так, с тем, кто состоит на учете, даже на вашем внутришкольном учете. Ваша задача составить психологический портрет данного ребенка. А для этого продиагностировать комплексно. По каждому направлению должно быть сколько применено методик? По 3. По 3 методики минимум. Если вы уровень смотрите агрессию, степень агрессии, да, агрессивного состояния, 3 методики обязательно. И потом из всего того, что вы продиагностировали, интерпретировали, я понимаю, что у вас мультипсихометров у каждого нету, да, или блока программ психодиагностических методик, да, компьютерных. Вот. Хотя вы можете находить их, если вы хотите применить то, что имеется в интернете, а у нас есть сайт, да, знаете, да, диагностик. Да. Что я всегда делаю и всем говорю.
Найдите эту методику в бумажном варианте, они всегда там есть уже, да? Себя продиагностируйте сначала в бумажном варианте, выберите, потом продиагностируйте себя уже по программе. И если у вас все совпадает, интерпретация ваша, то, что вы себя продиагностировали, и с интерпретацией, которую дает программа, то значит можно использовать. Но если там идут отклонения, а вы же себя знаете, то даже применять не стоит. Даже те, которые на наших, ну, скажем так, официальных сайтах имеются диагностики, методики, которые там, вот, диагностические методики, которые там имеются. Все сначала проверяйте на себе. Но если у вас школа очень крутая и у вас имеется, закупили мультипсихометр, это всего одна фирма у нас в России выпускает эти программные комплексы, да, диагностические программные комплексы, то это вам прям вот рай. Потому что там можно работать и группой, групповые сканировать, оно быстро сканирует и дает результат, и индивидуальный, и дает сразу же интерпретацию и результат. Но когда вы по всем методикам собрали интерпретации, вы должны сопоставить, коллеги, сопоставить, потому что порой результат с одной методики противоречит другой. Вы должны сделать выжимку и обобщить. Не все брать с этой методики. Вот этот я кусочек взял с этой методики, этот кусочек нет. Вы должны проанализировать и сделать хороший вывод. То есть то, что мы говорим заключение. Исходя из этого заключения, вы понимаете, какую работу нужно осуществлять с этим школьником. Первое. Вы собираете консилиум педагогов, которые работают с этим учеником. И сразу предупреждаете, что данный консилиум, он не для распространения. Вы, не вдаваясь в большие подробности, что и как, вы даете только ту информацию, которая должна быть для педагогов. Как себя вести с этим ребенком. Если он, когда начинает волноваться, заикается, то есть у него появляется блок, да, то вы рекомендуете, что его не надо вызывать к доске, чтобы он стихотворение при всех рассказал. Он не сможет этого сделать ввиду своих психологических особенностей. Понимаете, да? Учителям посоветуют, дайте ему письменно, посадите его за парту, дайте ему листочек, и пусть он это стихотворение напишет. С ошибками, без ошибок, но он напишет. То есть подходить дифференцированно к каждому ребенку отдельно. Подход должен быть дифференцированный. Вы должны пояснить, что вот этот мальчик, он гиперактивный, и он не сможет сидеть весь урок вот так, как положено. Он, естественно, сам организм будет его заставлять двигаться. Он и полезет и под стол, он и будет всем мешать, да, и он быстрее всех будет выполнять работу. Почему? Потому что это специфика гиперактивных ребят. Соответственно, значит, ему нужно больше давать подвижную работу. Выйти, доску вытереть, да, там тетрадки раздать. Он пока походил, потом сел, и он спокойно дальше продолжает работать. К сожалению, вот в чем наша помощь? В том, что педагог об этом, хороший педагог, может узнать со временем, определить. А за это время он может уже понаставить блоки и тройки этому ребенку. А если мы поможем и скажем, как надо подходить к этому ученику, может быть, надо несколько раз его по головке погладить, сказать, ты молодец, и у него крылья вырастут, и он будет работать лучше. Вот. То есть вы должны рассказать педагогам, как надо себя вести по отношению к этому ребенку. Вот. И показать опасные участки, что если вы начнете его прессинговать, а он у нас, скажем,
а он по своему складу характера, он сможет вам вербально, да, он вербальную агрессию проявить, он вам может ответить. И, естественно, пойдет потом прессинг от учителя. Вот. С ним так нельзя. Если он вам нагрубил, перемените тему или найдите к нему подход совсем по-другому. И вы должны показать изюминку, положительные стороны этого ребенка, на которых должен играть педагог. Понятно? Вот в чем наша роль вот этого консилиума. Почему я вам говорю, что это надо делать? Первое. Вы предупредите педагогов, ответственность перекладываете на кого? На них. Понятно, да? А так должны вы сами, работая с ребенком, вы не сможете ничего добиться многого. Корректируя его у себя, не сбалансировав, так скажем, окружение, мы не сможем ничего добиться. Вот. То есть это должно быть параллельно. Вот для этого нужны консилиумы. Для этого и нужно работать с родителями, потому что, воспитывая в школе, если в семье совсем другая обстановка, вы тоже многого не добьетесь. Вот ваша консультация с педагогом по отношению от индивидуального одного ребенка. Следующее, на педсоветах обязательно вы должны брать темы, допустим, скажем, психологические особенности подросткового возраста, чтобы учителя понимали, да, мы все проходили психологию в университетах, в вузах. Но извините, что было когда-то, ты помнишь? Мы порой забываем то, что было месяц назад, то, что вчера, особенно после пандемии, нам пандемия такое дала, коронавирус. Поэтому обязательно необходимо на каждом педсовете ваше выступление по определенной теме. Для классных руководителей, для педагогов и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. Я вот на этом останавливаться не буду. Давайте следующий слайд. Вот. Работа с обучающимися. Это индивидуальная, это групповая работа обязательно. И себе запланируйте свой план годовой, когда делаете. Сначала планируйте. В сентябре. Что мы должны делать в сентябре, как психологи? Нет. Адаптация. Адаптация первоклассников, адаптация 5 класс, адаптация 10 класс. Может быть 9. И не забываем про наши самые слабые, точнее, острые классы, я так говорю, на пике, которые, это какие? 6 и 7 классы. 8 можно, захватить. 6 и 7, вот самый такой вот подростковый возраст начинается, вот они вот активные такие. 10 класс, где любовь. Вот в 10 классе они ни о чем не думают, ни об учебе, ни о чем. Любовь. Вот. Во втором это одно, но 10 класс, это 9-10, это гормоны. Вот. Дальше. Сначала начинаем по адаптации. И здесь работаем с родителями, работаем со школьниками. И здесь спецсовет как раз возрастную психологию даете. Дальше. Октябрь, ноябрь – это работа как раз с девиантными классами. Как выявить, как привлечь к себе ребенка, даже состоящего на учете, на индивидуальную беседу. Если вы одного с класса забираете, ведете к себе, что будет? Что будет? Во-первых, у всех будет, его забрали, значит, с ним что-то не так.
мы порой можем противопоставить класс этому школьнику. Как делала я и как я предлагаю, обучаю это из своего опыта. Я иду в класс, провожу тренинг, делю их на группы, а потом каждую группу отдельно к себе приглашаю. Ни у кого не вызовет сомнений, так? А группа там остается из 5 человек, я работаю. Потом выбираю эту группу только, и с этой группой работаю. Пусть в этой группе всего один будет, состоящий на учете, да? Но я буду отрабатывать с ними, а потом каждого по отдельности. Сомнений уже ни у кого не будет. Вот. Таким образом вы выйдете на индивидуальную работу с этим ребенком. Мы не противопоставим, а его наоборот, может быть, где-то расположим. Но это вот одно из, так скажем, один из способов вытащить к себе ребенка на беседу. Если мы понимаем, я не буду говорить о маркерах, да, которые, готовящие суициды и так далее, это уже отдельная тема. Но если вы понимаете, что школьник, его приводить к себе, он не хочет с вами общаться или как-то надо контакт с ним наладить более тесный, еще один из способов, что я делала? Я предлагала этому школьнику, говорю, знаешь, помоги мне донести тетрадь там или учебники до моего дома. Такие ребята, они соглашаются. Скажите, вот мне сложно. И пока вы идете до вашего дома, вы же молча не будете, у вас будет как раз коррекционное занятие. Понятно, да? Вот. И, кажется, никто не скажет, что вы индивидуально там идете. А вы с ним идете, вы разговариваете, и в конце, конечно, вы скажете, слушай, мне так с тобой приятно общаться. Я поняла, что ты многого для меня даешь. И я тоже многому у тебя учусь. Может быть, и я готова быть тебе другом, если у тебя есть какие-то вопросы, которые ты ни с кем не можешь пообщаться, ни с родителями, а, как правило, подростки к родителям не идут, да, ни с учителем. Приходи ко мне, мы с тобой пообщаемся. И все, вы наладили контакт. Понятно, да? Вот такие женские хитрости надо применять. А, как правило, психологи у нас женщины, да, в школе. Вот. Итак, с ребятами работаем индивидуально, групповыми, и самое главное, наша задача именно формирование стрессоустойчивости. Ведь причина суицида – это как раз стрессонеустойчивый ребенок, подросток. А в силу своих психологических особенностей, да, когда эмоции могут захлестывать, у них же не бывает компромиссов, да, они могут раз и пойти на суицид. Вот поэтому стрессоустойчивый не пойдет на суицид. Консультации с родителями я уже сказала, с педагогами я тоже сказала. Самое главное, еще ваша задача, одно из направлений, это информационно-просветительство. Подумать, каким образом через интернет и вы организуете консультации со своими школьниками, да, или еще как-то. Потому что порой, я вот одной маме советовала, она никак не могла найти контакт с дочерью. Дочь подросток не общается с родителями. Что я посоветовала? Общаться через СМС. То есть на доступно для ребенка способе общения. Потом общение с СМС, вот эти короткие сообщения, перешло уже на реальное общение. То есть, вот посмотрите, все-таки ребята у нас современные, и вот этот интернет-ресурс надо использовать. Следующий слайд, пожалуйста. А вот теперь я то, о чем хотела сказать. Первое. У психолога должен быть отдельный кабинет. То есть для эффективной работы психолога должны быть созданы условия. Если вам, или вот я приезжаю, директор школы говорит, у нас нет помещений.
Хорошо, давайте мы организуем время работы психолога тогда, когда есть помещение. И он в кабинете находится один. Вы скажете, вы пойдете к психологу со своей проблемой, если там еще 2 человека сидят? Конечно, нет. То есть профессиональный психолог сможет убедить любого. Я любого смогу убедить создать условия. Я это делала на уровне муниципального образования, на уровне учреждения. Сейчас, придя в новую сферу спорта, мы уже за этот год создали систему психологов, спортивных психологов. И для психологов, вот, допустим, нашего центра мы создали все условия. У каждого психолога свой отдельный кабинет и так далее. Убедить можно в этом. Ваша задача руководителя убедить. Второе. Инструментарий. Если вы не имеете инструментария, да, от одной беседы толку не будет. Но если вы суперпрофессионал и имеете очень большой стаж психологической работы, именно индивидуального консультирования, то да. Но для меня ничего не стоит, да. Я люблю в аэропорту читать людей, да. Но все равно то, что дают диагностика и методики, да, как и в больнице, если вы не сдадите анализы и диагностику не пройдете, вам диагноз не поставят. Так и здесь. Инструментарий должен быть как диагностический, так и коррекционный. Что можем мы применять? Ну, я вот уже сказала, да, бумажно. Кстати, у вас есть, вот в этих методических рекомендациях, есть реестр методик, которые вам рекомендованы использовать. И с Ириной Ивановной, когда мы разговаривали, она сказала, что не все эти методики имеют психологи. Во-первых, каждой методике надо еще обучиться, как с ними работать, да. Поэтому вот в этом резолюции нам надо написать, что утвердить Министерством образования, да, вот этот блок методик, которые могут применять психологи в образовательных учреждениях. Да, вот это нужно обязательно на уровне республики. Более, может быть, и расширить. Потом, очень большой минус у нас в том, что у нас нет методик на башкирском языке. А вы понимаете, что если ребенок в башкирской школе, что он делает? Он читает вопрос на русском, он переводит его на башкирский, также его думает на башкирском, ответ потом переводит на русский, и в этот время проходит много, эффективность от применения этой методики снижается. Можно я тут немножко? Значит, в 2003 году вышло методическое комплексное обследование детей на ПМПК на башкирском языке. Но он не утвержденный, потому что наше министерство пока не было готово тогда. В принципе, материал готов. Он есть, и мы уже, там уже и есть, опираясь на Стребелеву, на Симага, направлено был Институт коррекционной педагогики, сейчас они, конечно, смотрят. Если наш научно-методический вот создадим, да, и утвердят, так что мы можем его распространить. В принципе, он есть, и стимульный материал подготовлен от 0 до 18 лет. В свое время мы, являясь руководителем республиканского центра, мы 3 года подряд многие методики переводили на башкирский язык. И эти методички были распространены среди психологов учреждений молодежной политики. Если у вас есть подростково-молодежный центр, и там работает социально-психологическая служба, ну, допустим, в городе Салават есть такая, да, такой центр. Вот, у них у всех есть методички на башкирском языке диагностики. Вы тоже их можете применять. То есть мы их не только адаптировали. Региональный компонент. Да, мы его не только адаптировали на башкирский язык, но мы и апробировали, чтобы они были более валидными. Вот. Дальше.
Пожалуйста. Берете в руки, работаете. Пожалуйста, мы просто тогда вот такую программу сделали, но я считаю, что если Министерство образования возьмет себе на вооружение вот этот вопрос, я имею в виду, что озаботиться этим вопросом, то сделать переводы опросников, да, методик, определенных методик, которые более распространены в работе психологов на языке школ, которые обучаются, да, то я думаю, что вот такое предложение это надо будет внести. Дальше, коррекционные методики. Если у вас есть возможность, ну, сейчас же очень много есть программ финансирования, да, школ, если у вас с директором поговорите, может быть, какой-то внебюджетный, ну, какой-то спонсор найдется, то обязательно закупите коррекционные комплексы. Будь что это и матоновские, боссовские программы, да, знаете, там парус и так далее, такое. Может быть, они не так дорогие, амалтеевские. Потом есть майк-машины. Это по психофизиологической коррекции. Шикарные комплексы. Они, конечно, если вот мы говорим о мультипсихометре, о диагностическом комплексе, который стоит не менее 200 тысяч, такие деньги не найти, то майк-машины, вы наберите в интернете майк-машины, можно выбрать варианты, которые не так дорого и стоят. Вот. Дальше, документация. Ведение документации, сейчас я попозже к нему выведу, и правильная организация деятельности психолога. Во-первых, вы должны должностные инструкции, свои должностные обязанности знать, и расписаны они должны быть. Должны хорошо сделать тайминг работы, как по месяцам планирования, так и недельные. У вас должно быть четкий тайминг, что в понедельник у меня со стальки до стальки прием, ну там, допустим, да, циклограммы. Они как раз написаны у вас и в методических рекомендациях. Создайте то, что вам удобно, по вашему режиму работы школы. Потому что где-то двухсменка, где-то односменка, где-то там еще что-то, какие-то мероприятия. Вы должны выбрать и не забудьте, что у вас, да, это методический час там и так далее. Вот, планирование, своевременное оформление документации. Вот когда мы говорили об индивидуальных приемах, да, сейчас я карты вам покажу, и налаженное взаимоотношения со всеми субъектами образования. Субъекты образования кто у нас? Ученик, учитель, родитель. Обязательно это. Постоянное повышение профессиональных компетенций. Без этого никуда, иначе будет застой. И соблюдение этики психолога. Вот на этом я хочу остановиться. Если хоть одна информация от вас выйдет на сторону, и это начнет обсуждаться, муссироваться, да, то доверять вам не будет никто. Поэтому я писала, уже не стала этику психолога, да, но вы это все знаете и можете найти в интернете. Следующий слайд, пожалуйста. Карта индивидуального приема. Обязательно, если вы индивидуальный прием проводите, делайте карту индивидуального приема. Это вот нашим центром разработано. Сейчас мы разработали это для спортивных психологов. Но вы для себя можете либо сами разработать, либо посмотреть в интернете. Но карта обязательно должна быть. Карточка, в которой складываете все диагностики, все ваши заключения. Все это пишется так же, как пишется у врача. Проблема какая, да, ведь ребенок зашел к вам в кабинет, уже начинается диагностика. Как он зашел, как он выглядит и так далее. Все это описываете. Методики свои прописываете, какие используете. Все там, будь что это проективная методика, там рисуночный тест, вот это все сложено, все должно быть в этой карточке. Дальше должно быть написано заключение и рекомендации. Когда он приходит на второй, то есть в рекомендациях пишет, что он должен к вам прийти, допустим, этот школьник,
там 27 ноября в 16:00. Ему записывайте, чтобы он запомнил. Или же все равно, что я не знаю, как сделал это, да, чтобы он это запомнил и к вам пришел. Потом напоминалку кинете ему, чтобы он не забыл. И дальше вы прописываете, какую коррекционную работу вы с ним провели, какие упражнения, как он себя ведет, как он, какие изменения. Все должно быть в этой карточке. Абсолютно все. Почему? Это ваша безопасность. Я это хочу еще раз подчеркнуть. Потому что в случае что начнут дергать психолога. Вы его диагностировали. Почему у вас по диагностике он... Вот, коллеги, вот это заблуждение. Почему у вас в диагностике показано, что у него все нормально, а он там совершил попытку суицида? Всем объясняйте одно. Мы диагностируем в актуальном состоянии, а подростки у нас непредсказуемые. Сегодня у него настроение хорошее, диагностика это и показала. А он завтра вышел, там они подрались, его что-то так обозвали, извините за мое выражение, да, и он пошел и суициднул, или девочка его бросила. У нас был район, когда в одной школе, в одном классе за месяц 3 суицида подряд. Любовный треугольник, да, вот это. Вот, поэтому, чтобы вы себя обезопасили, всем говорите, диагностика в актуальном состоянии, здесь и сейчас. Завтра она может быть другая, показать результат. Это первое. Второе. Все, что вами проделано, с вас, если что-то спросят, у вас уже это прописано. И вы не будете вспоминать, а что вы с ним делали, а там что? Это, у вас все документально зафиксировано. Это ваша безопасность. Работайте так, как будто за вашей спиной стоит прокуратура. А она стоит. Понятно, да? А когда я приезжаю и спрашиваю у психолога, чем вы занимаетесь? Беседы провожу, там это. Я говорю, вот у вас состоящий на учете, что вы с ним проводили? Диагностику делали? Да. Где это? Ни карточки нет, ни в журнале не зафиксировано, ничего. Докажите, что вы работали с ним. А если у вас все документально прописано, вы покажете, скажете, что такого-то числа он был направлен с КДН ко мне, да, вот был продиагностирован, вот такое заключение, вот такие коррекционные занятия с ним проводились. Вот такие рекомендации были даны тем-то. Понятно, да? Вот, следующий слайд. Да. Совместно нет. У социального педагога свои документы. Вы рекомендации даете социальному педагогу, то есть это прописываете. Да. У вас это мы делали для образца, что как это пишется, не то, что в этой карточке. То есть психолог, допустим, такой-то или социальный педагог такой-то, но эта карточка индивидуальная. У вас должен быть закрытый шкаф, где хранятся вот эти карточки. Удивительно, конечно. Вы об этом как раз должны проговорить с директором и объяснить, что эта информация конфиденциальная, и она никому не должна попасться на руки. Обязательно карточки должны храниться где-то закрыты. У вас должен быть журнал индивидуального приема, где эти приемы фиксируются, для того, чтобы потом отчет хорошо
сумели вы сделать. Следующий слайд, пожалуйста. Планета есть вот журнал психолога. Да, обязательно в этой карточке должна быть расписка согласия родителей. Да. В журнале, вот сейчас, давайте я сейчас доведу, сейчас вы поймете. Смотрите, расписка согласия. Вам намного легче. Вы на каждом собрании, первое в сентябре проходит собрание, да, вы выступаете перед родителями и собираете с них согласие для работы психолога. Если родитель, я предвосхищаю, вопрос следующий. Если родитель не согласен, чтобы психолог работал с его ребенком, пусть пишет расписку отказ. Что вы не, это опять ваша безопасность, что вы не несете ответственность в случае, если что-то произойдет. Понятно, да? Следующий слайд, пожалуйста. И вот то, что вы говорили. Вот мы разработали вот такой кодификатор проблем. Я думаю, что вы у себя тоже разработаете единый для системы образования, и вы можете рекомендовать его. Я вам могу вот это дать, вы доработаете этот кодификатор. То есть, если у вас вот такой кодификатор проблем есть, вот смотрите, личностная проблема и подразделение проблемы взаимоотношений и так далее, журнал идет только код проблемы. Понятно, да? И порой к вам обращаются с одной проблемой, а когда мы начинаем работать, появляется другая, то потом рядышком встает другой код. Понятно, да? Вот это очень удобная вещь. Это нашим центром мы в свое время разработали, советом директоров утвердили, да, и вот это у нас применяется. Как в молодежке, сейчас мы в спорте сделали. Тогда вам легче будет. Вот то, что я ответила на ваш вопрос, да? Следующий слайд. А вот смотрите, графы журнала, это то, что мы у себя разработали. У вас есть то, что уже рекомендуемые. Вот. Во-первых, журнал индивидуальных приемов, да, и журнал групповых. Обязательно это должно быть, чтобы потом вы могли это использовать, отчет даже потом писать. Вот вся ваша работа здесь уже расписана. Нет, фамилию мы пишем. Фамилию мы пишем, но если порой к нам на прием, допустим, приходит человек, который не хочет свою фамилию, мы даже в карточке пишем номер карты и пишем аноним. Ой, я точно. Как я и сказала, у меня получится семинар. Следующий слайд. Электронные журналы очень опасны. В плане чего? Могут пропасть. Это первое. Когда вам надо, а их не будет. Второе. Вы не знаете, кто залезет к вам в компьютер. Бумажный вариант лучше. Может быть, я консерватор, может, я все-таки человек, который за 60, и я вот такой человек, но я все-таки больше доверяю бумажному, потому что это у вас закрыто, и вы сами несете за это ответственность. Вы можете оформлять его электронно, распечатывать и складывать, и подшивать, но журналы должны быть пронумерованы, это обязательно. Следующий, перспективный план, я не буду останавливаться, это вы сами знаете, да, что он должен быть. Отчет о работе, это вот наша форма отчета, вы разработаете свою форму отчета, но отчет о работе должен быть у психолога обязательным.
даже для анализа своей работы и для предоставления руководству. Следующий слайд. Ну, это вот наша форма отчета. Следующий. Я просто вот... У нас она очень большая, но это. И теперь вопросы. Давайте, да. Вот мне вот это надо. Объединение уже. Насколько я знаю, методическое объединение. У нас же есть телеграм-канал. Вот для этого-то и создано телеграм-канал. Методическое объединение. Шагами. Да. Строительство это важно. Римурка, мне обижается на меня. Я, как всегда, съела все время. Да. Я это, презентации свои оставляем, вы можете ими воспользоваться. Я хочу еще сказать, Ирина Рафаэловна, вот прямо сейчас проводят, уже первые результаты есть, да, о востребованности психологической помощи молодежью, социсследования, и анкеты есть для психологов именно по проблемам работы с молодежью. Именно анкета для молодежи и анкета для психологов. Я думаю, что вы воспользуетесь. Да. Спасибо большое. Вот так вот. Да. Вот то, что я первой написала. Да.
знаете, Ну, у уважаемые... вас 3 мониторинга. Коллеги, давайте будьте честными. У нас 3 мониторинга. СПТ, экстремизм и тревожность. Это мы проводим, мы операторы. Вот в этом. И вот эти 3 Честно. большие, это разве, это принято не как бы, Да, не республика, это Минпрос. Это на Конечно. Да. Коллеги, Конечно. коллеги, Согласна. ну давайте я отвечу. Ну, конечно, да. Нет, так не делегировать. Там этот. Коллеги, я хочу, ну, можно я отвечу? Коллеги, вот знаете, когда первое вышло тестирование по суициду, помните, да, я была такая противник, я когда посмотрела этот тест, да, и вообще была в ужасе. Потом, когда пришло по профилактике терроризма, анонимная анкета. Для чего? Я тоже не могла понять вообще сути. То есть я вот вообще иногда думаю, вот сидят там фантазеры, но я больше никак не могу назвать, да, которые на земле не работали. Если бы они работали сначала психологом в школе, да, а потом дальше пошли, они бы понимали суть работы школьного психолога. То есть, а вот эти мониторинги, они, вот кто, поднимите руку, кто по итогам какого-то мониторинга дальше продолжил работу. Вот нет, вот результат вы получили мониторинга, а дальше вы индивидуально с этими ребятами поработали. Все сведения остаются у них. Конечно, все сведения остаются у них. И задача, когда вы отрабатываете. Вот, посмотрите, из того, что вот я человек такой, я понимаю, вот мы же психологи, если мы не можем изменить ситуацию, меняем отношение к этой ситуации. Мы не можем отменить вот эти тесты, анкетирование, да, но мы должны из того, что мы результат получаем, потом для себя взять то, что мы в работе можем применить. Понятно, да? Да, я посмотрела, они анонимные, но мы же ведь знаем, в каком классе мы провели. И если там процент высокий, то я хочу сказать, ну у нас же, мы работаем со школьниками, они для прикола вам еще ответят. И у вас будет больше 50% употребляющих психоактивные вещества и так далее. Но чтобы себя обезопасить, опять же, вот для вас говорю, я вижу вот этот класс, 6 Б класс, который дал большой процент, скажем, да, ну, скажем, склонных к террористическим действиям, там, да, и так далее. Но это опять отдельная тема, которую профилактику я даю. Но... Так вот, вы просто коррекционными занятиями групповыми отрабатываете. Понятно, да? И вы свое дело сделали. Берите из того, что вы для чего? Может быть, да, сказать, неправильные, да, заключения получились у нас по этой группе. Но ведь мы не можем исключать, что может быть и наоборот. Поэтому отработать надо обязательно. Групповыми формами работы. Вот так. Про индивидуальную форму оказания психологической помощи я уже в основном сказала, да? Не забывайте, что после диагностики коррекция должна быть обязательно. Про тестирование, вот эти вот мониторинги, мы его изменить не сможем, но будем использовать для себя. Дальше, 3. Организация деятельности с учащимся, стоящим на профилактических учетах. Я сегодня об этом тоже вам сказала. Основное. Не забывайте, что вы пишете заключение, которое потом обобщается и о работе с состоящим на учете. То есть присылают ИПР, да, в школу с КДН.
И вы должны с этим ребенком отработать, потому что в квартал раз отчет должен даваться в КДН. Если в ИПР не написано сроки сдачи отчета, ну, допустим, через 6 месяцев, а 6 месяцев с того момента, как вы входящим номером получили эту ИПР, то вы должны обязательно ежеквартально сдавать отчет по работе с этим несовершеннолетним. То есть отдельным блоком у вас будет стоять работа с состоящими учителями. КДН, внутришкольный учет, и группа риска. Вот это профилактика девиантного поведения, да, или асоциальных проявлений. Вот это как раз и будет. 3 блока. Использование диагностических методик, я уже говорила, профилактика социального деструктивного поведения – это ваши групповые занятия. Вот. Вот эти темы обозначила и Ирина Ивановна. Ирина Ивановна, если нас слышит, может, подключиться, она ничего не написала. Ты подключилась? Вот. Мы с ней, когда вчера разговаривали, она обозначила вот эти проблемные вопросы у психологов. Вы видите, я поставила 6 и дальше. Пожалуйста, какие еще есть проблемы, которые мы должны решить на республиканском уровне или организационные? Пожалуйста, от вас, да, Антонова. Вы знаете, как вы делаете? Когда вы аттестуетесь, вы должны оперировать показателями общими. Вы меня извините, мне просто сегодня поясница болит, я поэтому так. Показателями общими. То есть столько-то за прошлый год проработано столько-то подростков или столько-то школьников, состоящих на учете. Графики, диаграммы. Вы отчитываетесь о своей работе. Вы отчитываетесь о своей работе, да, и динамику эту показываете. Я всегда показатель у меня один для психологов, точнее 2. Если увеличивается количество первичных приемов, то есть первый раз пришел с проблемой, да, или вы отработали первичный прием, значит, это говорится о том, что психологу доверяют. Если, и второй критерий, если у психолога, вот, скажем, 25, за этот месяц было 25 первичных и 2 коррекционных занятия, то есть вторичных мы говорим, да, то это говорит о плохой работе психолога. Потому что на первичку пришел школьник, а на вторичку, уже дальше на коррекционные занятия или повторные консультации, он не пришел. Значит, все, качество на минусе. Вот, я для себя, вот у меня, сколько лет я работаю в этой системе, для меня вот эти 2 показателя. Когда первички много, значит, люди идут, помощь нужна, но мы же с вами понимаем, за одну консультацию мы не откорректируем, мы только выявим проблему, и то не всегда. Вот. А если коррекционных занятий больше, вот 25 у меня было первичек и 53, допустим, коррекционных, потому что из 25 там по профориентации будет 10, да, которым достаточно одной консультации. Вот. Но остальные у меня еще коррекционные шли, и они дальше продолжаться будут в следующем месяце. Это показатель качественной работы.
Все, это законно, пусть будут, пусть будут. Пишем. Кому? Нашим министерством? Нет, мы утверждаем эти отказы, мы утвердили, мы взяли МГБПУ. Ну, мы взяли это Федерация психологов, Московский государственный педагогический университет, Тукпеева у нас как раз курирует. Ксалапова Инна Васильевна этим знакома, Тереголова мы это обсуждали, Семенова распространила через вас, через себя, ну как бы от Министерства образования в управление образования. Здесь больше всего идет не 50, они, наверное, видят большое количество, наверное, идет как бы, например, 254 тысячи детей в этом году мы провели тестирование, так ведь? Значит, из них около 53 повышенный вот уровень тревожности, да, и еще есть такое пограничное состояние. Вот в этом году мы тоже направили 2 программы «Используйте в работе». Здесь приглашайте на родительские собрания тех людей, которые вам помогут. Это могут быть и зональные ПМПК психологи, и КДН, и прочих. Это необходимо, надо работать с семьей. Они видят, что вы не отрабатываете с семьей. Для чего это нужно и для каких показателей. Им проще написать, они же боятся. Да? Угу. Совместные мероприятия. Пусть пишут, а этого же и прокурора надо пригласить, помощника прокурора на родительское собрание. Для чего это проходит? Вот, например, нас ругают за то, что не ведется профилактическая работа. Пусть статистику приведет вашего района, вашего муниципалитета этот прокурор. На родительские собрания не все ходят. Например, даже если попечительские советы какие-то у вас советы есть, да, надо приглашать. Пусть в этот класс придет. Там же мелкое хулиганство, пусть придет прокурор и полиция. Приглашайте. Ваша задача организовать. Они сами свое дело сделают. Да. Вот, да, я вас услышала. Да. 2 года теперь мы отработали, обговорили с вами, а теперь мы получаем лицензию на обучение взрослых. Буквально вот мы планируем с марта месяца уже не такие большие какие-то сложные курсы, а вот, например, тренинговая работа, какой-то семинар с сертификатом. Вот все это мы сделаем, да. Да. Это все мы вот практические моменты будем привлекать не только мы, будем привлекать и Москву, и другие регионы. Вы знаете, в других регионах, конечно, все вперед ушло. Вот с 2016 года почему-то у нас просело в системе образования вот эти вот моменты. Не совсем в таком плане, а вот систематизация нет. Люди работают, что вы, работают. Благодарим вас за такое неравнодушие. Но в любом случае, сейчас многие регионы ушли вперед. Но есть и которые, мы где-то в середине. Но тем не менее, вот этот вот механизм отладить нам надо систематично. Нам уже надо представлять свой опыт. Уже мы всех послушали. Надо простого педагога-психолога, который разработал программу, который внедрил и получил результаты. Вот самые, вот эти вот показатели нужно показывать. Вот. Как не берут? Например, с Хайбулинского района, коллеги, вы меня простите, я в составе жюри педагог-психолога, в составе жюри. Включили этот онлайн, вот, допустим, было, да, просто тестировали. Она мне говорит, я все знаю. Я сейчас вам ничего сказать не могу. Высокая тревожность. Поймите, поэтому участвуйте в мероприятиях. Не надо бояться. Уважаемые коллеги, вот о чем я говорила, повышение профессиональной компетенции, да, вот то, что мы сейчас попытались за 2 часа дать, да, фактически нужно было дать однодневным семинаром. Да, с периодичностью. То есть вот как мы в молодежке делали. У кого в районе есть социально-психологическая служба в молодежке? Поднимите руки, кого вы знаете? Я имею в виду в молодежной политике. Салават есть здесь, город Салават? Трушина. И Трушина ушла. Но посмотрите уровень Трушиной. Уровень работы. То есть почему у нас в молодежке
сильная была система. То есть она была выстроенная система. Вот то, что я вам показывала, кодификаторы и так далее, вот так работали все службы и работают службы психологической помощи в молодежке. Психологи по единым стандартам работают, которые мы разработали. Психологов постоянно обучали по разным направлениям деятельности. То есть по профилактике терроризма отдельно блок был, выдавали, обучали. Мы обучали психотерапии их с Всероссийской академии дополнительного образования в здравоохранении. Понимаете, да? То есть обучение очень важно. Поэтому вот то, что сейчас вот это начинается в образовании, я так этому рада. Потому что должна быть создана вот эта единая система работы психологов в учреждениях образования, когда вы будете работать вместе, когда вы друг другу будете помогать, обмениваться опытом, да, когда вас будут постоянно обучать, вот тогда будет результат, тогда вы сможете и передавать опыт другим регионам. Сейчас вот находитесь на начальном этапе, и это очень даже хорошо, и оно идет большими семимильными шагами. У вас есть хорошая нормативная база, уже неплохая по сравнению с другими сферами. Поэтому все у вас получится, но самое главное, вы психологи в своем учреждении. Именно от вас зависит ваш статус в школе, ваш престиж, вашей должности, да, и насколько вы будете востребованы в школе. Вот это будет показатель работы психолога. Да. Да. А вы постоянно, почему я сказала, что вы должны перед директором отчитываться? Я каждую неделю, вот я работаю в школе, подождите, выслугу, да, но премии за отработку, да и буду, да. Ой, нет, коллеги, возмущениями тут не поможешь. Нужно объединяться, создать ассоциацию психологов. Ассоциация психологов, профессиональное какое сообщество. Коллеги, вот спускать не надо, это инициатива ваша, ассоциация психологов. Коллеги, вот знаете, из своего опыта хочу сказать, если я работаю и все видят результат моей работы, да, недавно было, я сказала, все, я ухожу, так тут же мне и зарплату повысили, и там, чтоб только я не уходила. Ну, это один из рычагов. Но, понимаете, я добилась того, что я к примеру просто говорю, я добилась того, что все понимали, что моя работа очень важна, и я здесь нужна. И если я уйду, Показывайте работу. Если я уйду, то без меня там будет сложно. Вот этот принцип должен быть в вашей работе. Вы должны работать так, чтобы все понимали, что вы очень нужны, потому что без вас потом будет плохо. И тогда будут и премии, и надбавки за сложность и так далее. Границы, отстаиваем границы. Но это никуда не денешься. От этого никуда не денешься.
У вас есть норматив? Конечно, Профстандарт. изучите. Изучите. Коллеги, вот я хочу сказать, работая директором центра, я входила и в составы комиссии МЧС, и ГУФСИНа, и этого КДН, и так далее, и АТК выезжала, да, и САИНК выезжала. Никуда от этого не денешься. Если ты востребован, да, и тебя приглашают, это ваш престиж. Ну куда деваться? Работаешь. Если, допустим, глава республики, зная, что когда-то мы работали с участниками боевых действий в Чечне, да, которые были, и сейчас пришло такое время, мне поручили разработать программу по вовлечению участников СВО, инвалидов СВО в спорт. Понимаете? Потому что знают, что это вы можете, и вам это доверяют. Но никуда не денешься, работаешь и делаешь. Да. Нет, вы же понимаете, что сейчас есть норматив, что в школе 300 на 300 детей одна ставка психолога. В дошкольном учреждении на 200 детей одна ставка психолога. В СПО на 500 учащихся одна ставка. Дружите с прокуратурой. Я еще раз говорю. Дружите с... Во всяком случае, не только знать, коллеги, по выслуге это другой вопрос, это решается на федеральном уровне и связано с финансами. Вот. Еще раз говорю, это должно быть коллективное обращение. Допустим, той же Гумеровой Лилии Салаватовне написать письмо и обратиться о внесении в реестр должностей на выслугу лет педагогических работников, педагога-психолога. Ну, в Риском профсоюзе вас поддержит, только почему-то нету никаких письменных документов, которые бы вы предложили. Кричать, орать с места, это мы все можем. А сорганизовать вот эту работу именно методических объединений, коллеги, мы, наверное, все-таки должны сплотиться. Вот в этом ключе. Методические объединения пока остались с 2008 годов, наверное, это еще при Илишеве, который последний документ. Больше до этих я не видела. Подождите, стоп. Есть у нас есть у нас учреждение, республиканское учреждение, которое курирует работу психологов. Вот сейчас вы в телеграм-канале объединяетесь, пишете вот это обращение, подписываете, да, то есть вы готовите и потом я думаю, Лилия Салаватовна, если такое будет коллективное обращение, она дальше продолжит, учитывая, что она сама психолог по образованию. Вот, а еще то, что мы говорили, коллеги,
дружите с прокуратурой. Где-то вы им помогаете, они вам будут помогать. Это я вам на своем личном опыте говорю. Я нашей башпрокуратуре очень много консультирую. Я очень много смотрю, вот даже в этих рабочих группах, иногда я смотрю, какой документ они там протокол прислали, вижу ошибку, звоню. Девочки, вот там-то у вас такая-то ошибка. Или коллеги, ну, смотрите. Вот. Но когда мне надо, я прошу, помогите, мне надо, чтобы в свое время нам управляющая компания хотела телефон доверия, то есть, точнее, отключил наш центр от отопления, от всего. Я только позвонила в вашу прокуратуру. Тут же пришли и нам сделали. Мне нужен какой-то определенный документ протолкнуть по республике. Прокуратура мне помогает. Понятно, да? Поэтому налаживайте личные связи, контакты. Коллеги, завершаем. Идите, пожалуйста, на обед. Мы вас уже